называется на русском языке вот этот предмет? Дарина? Диван. Диван, пожалуйста, возьми листик и прикрепи вот сюда. Хорошо. А кто знает, как называется он на белорусском? Посмотрите на слова. Диван. Диван. А я вам сейчас расскажу, что на самом деле они очень похожи слова, да? Диван, диван. Но в белорусском языке диван – это канапа. Вы это запомните, чтобы не попутать, хорошо? А для того, чтобы лучше узнать название белорусских слов, мы с вами сходим в белорусскую карту музея в нашей школе и рассмотрим все внимательно. Договорились? Да. Одно из самых старожитных промыслов белорусов – это ткацтво. Як ви бачите, в нашем музее представлены некоторые прилады ткацтва. И с допомогой их люди в той час шили і виробляли різні пригожі постілки. Як ви бачите, ми на них стоїмо, це люди робили своїми руками. У зимовий час дом перетворився у невеличку майстерню, де виробляли постілки і рушники. Трошки уже позднее стали ткать узорные постілки и разные диваны. Мы с вами сегодня говорили, что диван, вы думали, это диван на русской мове, да? А на самой справе диван, это вот такие вот кольоровые ковры на русском языке, можно сказать, правда? Добре. А так само у той час речі лежали у куфри. Куфр. Зараз гэта у нас шкаф, а раней, ось, можете поглядеть, был таких куфр, у які люди. Так, як у нас зараз шкаф. Сюди ложили свої речі, і вони тут хранилися. Так само ви можете побачити, що люди ранее ткали свое одение, сами шили, гляньте, какие пригожие узоры. Подойдите, поглядите, какие пригожие узоры, як все пригоже вишивали самі. Бачите, орнаменти пригожие, так? Ось так у той час жили наші продки. А коли ви хочете познайомитися з їх життям більш досконало, то ми чекаємо вас у 13-й школі города Гродно.